На операционном столе Республиканского центра фтизиопульмонологии 59-летний житель республики. У Мухарбека Костоева был обнаружен большой центральный рак легкого. И проведение хирургического вмешательства было единственным решением сохранить жизнь пациента. Уже сегодня Мухарбек свободно дышит, и его жизни ничто не угрожает. Вчера только оперировали меня. Я уже могу даже встать. После операции, конечно, силы ушли, а так нормально. Так как болезнь распространилась не только на одно из легких, но и другие соседние органы предсердия и перикардер, удаление раковой опухоли перешло в категорию тяжелых операций. На помощь нашим специалистам приехал хирург с мировым именем Дмитрий Гиллер, и вмешательство прошло успешно. Довольно-таки запущенный большой рак. Ввиду этого делать такие операции довольно-таки технически бывает сложно. Для того, чтобы получить хороший результат по итогу, потому что основная цель – это принести пользу пациенту. Вот с этим была связана то, что мы его пригласили, и под его руководством эта операция была выполнена. Операция по удалению раковой опухоли проходила несколько часов. Целая бригада врачей участвовала в этом процессе. Объем вмешательства был как раз таки пневмонэктомия, то есть удаление полноценно правого легкого. Здесь мы работали в составе команды 3 хирургов. Ну и я, как в качестве врача-анестезиолога. Операция у нас прошла практически 4 часа. Больной после оперативного вмешательства был экстубирован, снят с аппарата наркоз-дыхательного, переведен уже в палату интенсивной терапии, где он уже самостоятельно дышит, находится под наблюдением врачей. Уже на протяжении нескольких лет ингушские хирурги трудятся бок о бок с доктором медицинских наук, профессором фтизиопульмонологии Дмитрием Гиллером. Каждое проведенное ими успешное оперативное вмешательство – результат длительной подготовки теоретической и практической деятельности. Двоих хирургов, которые работают в центре, Дмитрий Гиллер называет своими сыновьями. Он им преподавал и воспитал как врачей. Эти люди у меня работали в ординатуре. Якуб Гириханович Имагожев и Ибрагим Мургустов. Затем они 3 года были у меня в аспирантуре, защитили кандидатские диссертации. Якуб Гириханович защитил докторскую диссертацию. И они научились оперировать все болезни, которые есть в легких. Я ими очень доволен, потому что они очень хорошие, талантливые врачи. Они прекрасно относятся к пациентам, в буквальном смысле выхаживают их как родных. С Ингушетией Дмитрий Гиллер сотрудничает около 17 лет. За это время он провел множество операций и консультаций больных. Всего Дмитрий Борисович в Ингушетии бывал более 70 раз. За это время наши врачи оттачивали свое мастерство и стали одними из лучших торакальных хирургов округа. Вместе с этим успехов добился и сам центр. Этот центр сделал то, что не сделала ни одна торакальная хирургия на Кавказе и в вашем регионе. Она практически санировала регион от тяжелого туберкулеза, от хроников, которые ходили и заражали окружающих годами. Это очень опасная вещь. Туберкулез нельзя не лечить, от него нельзя прятаться. Держать такую планку центру в Ингушетии удается благодаря технической оснащенности. Все оборудование закуплено по линии программы высокотехнологичной медицинской помощи. Ну и, конечно, профессионализму медиков. За последние 20 лет центру удалось в 4 раза снизить число летальных исходов от туберкулеза. В 2000 году на 100 тысяч населения, это такой показатель, умерло в России от туберкулеза 4,7%. А в 2001 году эта цифра составила 4,3%. А в вашей республике в этом году, в 2022 году, это 0,8%. И это все больные, которые умерли. И такого результата добились благодаря
вот этим годам активной хирургии туберкулеза в республике. И оценить их работу можно только в сравнении с общей картиной в России. Я бы сказал, что это самый большой успех, потому что трудно найти область медицины, где какая-нибудь часть, какой-то субъект Российской Федерации в такой степени отличался бы от эффективности лечения какой-то болезни вообще, от среднероссийских показателей. Оборудование здесь закупалось как говорится, с консультациями моими. Это очень современная немецкая эндоскопическая стойка. Здесь есть возможности выполнять большинство операций торакоскопически, малоинвазивно, из минимальных доступов. И здесь прекрасные наркозные аппараты, электрохирургическое оборудование. В общем-то, оборудование находится на уровне ведущих клиник московских в нашей стране. Благодаря труду торакального хирурга и ингушских врачей список тех, кто идет на поправку в последние годы, активно растет. Приехал Дмитрий Гиллер на несколько дней, но совместная работа будет продолжена. Муслим Ганиев, Рамазан Зурабов, Новости 24.